Выходила девчина, файна кабетка, пошука фатетка, обгорела полымя рознокольорового, хлопчика морила, а знайшла трухлявого. Сніла, жахливые мрой тиснутся, пакутлівая, стомленая барыня, солодомлявая, долго так шукала, что іншае забрала. Выходила девчина, файна кабетка, пошука фатетка, обгорела полымя рознокольорового, хлопчика морила, а знайшла трухлявого. Сніла, жахливая мрой тиснутся, пакутлівая, стомленая барыня, солодомлявая, долго так шукала, что іншае забрала. Не Выходила девчина, файна, гарненька, знайшла фацетка, рой мысля в голове, іншае на уме, цягнеш руки до мяне, а кахаеш яе. Чырвона краса, хватить хлусіць, бо вода ўсё патушыць. Бойся, хлопча, не мяне, бойся чорта ў омуце, бо хутка на дно пойдзе, нехта крыўдзіць мяне. Некалькі крокаў да цябе, апошнія словы ў цішыне, глыбокая цемра цягне да сябе, прагне дыхаць у чорнай вадзе. Я не свободы, некому скаржиться, больше только кричать, ночью ніхто не знойдет тебе. Ко мне мы ніякой свободы, некому скаржиться, больше только кричать, ночью ніхто не знойдет тебе. Ко мне мы ніякой свободы, некому скаржиться, больше только кричать, ночью ніхто не знойдет тебе. Ко мне мы ніякой свободы, некому скаржиться, больше только кричать, ночью ніхто не знойдет тебе. Не кричать. Чорная вода, не кричать. Чорная вода. Усім прывітанне, гэта музычная рубрыка «Такога вы не чулі», у межах якой я, Маша Калеснікава, распавядаю вам пра беларускую і часам не толькі пра беларускую музыку. Сённяшнія мае госці гэта Женя і Наста Зыковічы, і яны сёння прэзентуюць свой новы шлюбны праект «Дах». Прывітанне. Здравствуй. Привет. Так, даўненька мы не бачыліся. Здаецца, год таму Женя прыходзіў разам з Альбертам і з Джей Ок. Да, мы приходили как раз. Падчас пандэміі, як толькі яна пачалася. Да. Угу. Получается, год тому, да. Так, але бач, гэты год такі плённы для вас. Я так разумею, вы першае пабраліся шлюбам. Был карантин, мы решили, раз уж мы вдвоем. Решили заняться делом. Ну, распавядайце. Да, мы за этот год успели и пожениться, и создать свой музыкальный проект, и записать уже этот музыкальный проект. И вот уже готовы скоро презентовать наш новый материал. Вот вживую его исполним здесь сегодня, несколько композиций. И скоро будем делать релиз, думаем, уже вот весной, в ближайшее время. Ну, гэта класныя навіны, насамрэч. Наколькі праект «Дах» адрозніваецца ад таго, што ты робіш, напрыклад, у Джей Ок? Ой, он отличается от всего, что я делал, и от The Glitch, и от Electric Poise, и от JJ Oak, потому что
это вообще музыка немного в другую степь для меня. Это больше электронная музыка. Не так много здесь гитары, как обычно я привык. И тут большое Настина влияние. Она меня познакомила с украинской сценой современной, с группами типа Юка и там Онука. И вот с израильской исполнительницей Нога Эрис. И вот мы под впечатлением такого решили попробовать начать делать что-то свое. И это вообще абсолютно другая музыка для меня. Очень непривычная и в плане исполнения вживую, и в плане записи, и в плане вообще создания музыки. Это просто новый мир какой-то. Кто тут галоўны ў гэтым праекце? Настя? Конечно, Настя, что еще могу сказать? Настя, тады распавядзі крыху пра сябе і пра сваю музычную стежку. У меня, как и у Жени, история одинаковая. Я занимаюсь с детства музыкой, Академию музыки закончила как пианистка. И, собственно, вся моя карьера всегда вокруг классической музыки складывалась. И вот, собственно, конечно, были такие мысли о каком-то своем проекте, хотелось именно авторской музыки. Но, наверное, не было вот такого человека рядом, который бы разделил именно какие-то мои, может быть, новаторские идеи. И вот Женя как раз как-то срослось у нас с ним все в этом плане. И вот наш проект какое-то новое веяние, я надеюсь, привнесет белорусскую музыку. Да, я вот еще от себя хочу добавить, что классно получилось, что мне очень хотелось попробовать себя в какой-то электронной музыке, где будет меньше гитары, меньше живых инструментов. А Насте хотела себя попробовать в написании песен, потому что она уже до этого играла, и дома там тоже с гитарами, да, меня часто спрашивают, а что ты там играешь, что делаешь в группе, и обычно все думают, что я там играю. Да, тут Настя поет, я вот реализую свои интересы в плане электронной музыки, Настя реализует в плане написания песен, то есть и текстов, и всего. В общем, это как для слушателей новый материал, так и для нас совершенно новый путь в музыке. То бок гэта электронны проект, я так разумею. Да, да, мы его называем, как у нас, этноэлектропанк, потому что пока что мы собираемся выпускать 3 трека на белорусском языке, и там есть отголоски этно-стиля. Ну и в основном это такое мрачное звучание, такое все дарк, этно, техно, и, в общем, такая смесь стилей. Про что песни, про что ваша музыка? Так, это, наверное, вопрос ко мне, потому что все тексты написала я. И сложно сказать, это какой-то, наверное, своего рода рефлексия жизненная. То есть не было такого, что у нас есть какая-то тема песни, и все. Была какая-то основная идея, мелодия, мотив. И, собственно, мы как-то так на одном дыхании написали все эти песни. У каждой какая-то своя небольшая история, но сам текст — это вот какое-то жизненное творчество. Да, интересный момент, что мы долго обсуждали идею того, чтобы сесть, попробовать начать делать, но долго не то что боялись, но такие думали, может не пойдет вместе. Когда оба музыканты, у каждого свои взгляды. Но мы когда сели, начали делать, просто у нас все композиции вылетали на раз-два. Мы садились за вечер, в основном делали трек, и на следующие пару дней приводили в порядок. И так почти каждая композиция. Как-то очень быстро мы нашли общий язык, и все, по накатанной схеме у нас работает. Ну, слухайте, гэта круто, потому что у нас ёсць пару таких у беларускай музыцы дуэтаў, менавіта шлюбных і менавіта плённых. Я маю на увазе, першыя, хто там прыходзіць у галаву, гэта Наві-бэнд, напрыклад, таксама шлюбная пара, і песню за песню выпускаюць, вось так усё іх крута ідзе. Але не заўсёды, я ведаю, творчым людзям так доводится нормально уживаться. Да, мы, наверное, поэтому первый год, когда мы просто общались, мы даже про это не задумывались, потому что была боязнь того, что начнешь заниматься общим делом, а вы 2 таких упрямых музыканта матерых, и начнутся, я прав, а почему здесь так, здесь такая гармония, я считаю, что по-другому. Но хорошо, что все сложилось совершенно по-другому, и стоило только раз попробовать. В общем, главное не бояться. Совет всем парам в Беларуси. Мы надеемся, что сейчас порадуем вас хорошими релизами интересными, и очень надеемся, что это будет звучать свежо и интересно для нашей белорусской сцены, потому что вопрос, который нас постоянно волнует, нам кажется, что у нас надо двигаться вперед, и двигать вперед белорусскую сцену, и это как-то так очень повольно происходит. Но зараз еще и час таки складаны. Да, конечно, время тяжелое. Но надо начинать в тяжелое время, чтобы потом, когда будет легкое, ты уже был уверен в себе 100%. Классно. Добро, тогда слухаем. Вяжи, коль
ёсць моцы ўцякай. Злы дух хоча цябе загнаць у жах. Любы мой, хопіць так доўга чакаць. Кожны з нас можа сабе паказаць. Толькі бяжы, хутка бяжы. Маўчаць усё, што патрэбна ад нас. Казаць толькі, калі ёсць загад. Прыйдзе час, разам мы зможам спяваць. А пакуль, любы мой, трэба ўцякаць. Толькі бяжы, хутка бяжы. Бяжы, колькі ёсць моцы ўцякай. Злы дух хоча цябе загнаць у жах. Прыйдзе час, разам мы зможам спяваць. А пакуль, любы мой, трэба ўцякаць. Толькі бяжы, хутка бяжы. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика такога вы не чулі, і сёння у нас прэм'ера дуэту, шлюбнага дуэту «Дах», Наста і Женя Зыковічы. Спасибо. Кожнай казцы свой расказчык, свой каханчык. Духом і веснельга лепей заспяваю. Ой, да ты я, ой, да ты я, ой, да ты я. Ой, да ты я, ой, да ты я, ой. Мама мне казала,
Несподіванка, пошня підказка. Аби їх любила, врешті розгубила. Міцна філін, слабе брівін, one, two, three. Не вмієш сіли, вірила, життя довірила. Пінкна лінії, гарненько це вибила. Ваканку пари, вольне повітря, а це ж з полем, бо воля розореться.